Здравствуйте! Рада приветствовать вас на главной передаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Силәбелә башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары ойошмаһы барлыҡҡа килде. Бергә ваҡыт үткәрергә, бергә мастер-класстар, концертларға йөрөргә. Снежинск готов сотрудничать с Башкортостаном. Она отличается всегда такой добросовестностью. Новые успехи творческой команды «Уралым». Очень приятно, что нашу деятельность признают, нашу работу любят. В Музее этнографии и истории Челябинского государственного университета состоялась выставка, посвященная башкирской культуре. К сбору экспонатов для выставки активно подключались и местные представители коренного народа. Люди щедро делились семейными реликвиями. Реконструктор народной одежды Александр Акулов рассказал об особенностях наряда северо-восточных башкир, назвав их самобытными и уникальными. Да и сами сотрудники музея не скрывают своего восхищения культурой башкирского народа. В ходе знакомства с нашими коллегами, сотрудниками музея села Кулуева, появилась идея создать вот такую выставку, потому что очень много было предметов интересных, уникальных. Выставка продлится до 1 апреля 2019 года, и желающие могут познакомиться с башкирской историей, культурой и сами могут принять участие в качестве спикера. В Челябинске состоялся молодежный практикариум. Общественная молодежная палата при законодательном собрании Челябинской области функционирует на протяжении 12 лет. Это площадка для диалога власти и молодежи, продвижения проектов и инициатив, развития молодежной политики и парламентского движения. Ребята проводят образовательные форумы, различные мероприятия. Сегодня они собрались на молодежный практикариум. Молодежная палата сегодня это поддержка различных мероприятий, праздников, проектов, как на территории Челябинской области, так мы и налаживаем контакты за ее пределами. Также в рамках практикариума прошла отчетно-выборная конференция. Александр Галиулин, башкир родом из села Кулуева, стал новым пресс-секретарем Общественно-молодежной палаты. Он намерен работать и в национальной сфере. Это активные люди, которые формируют современное гражданское общество. Это люди, за которыми стоит наше будущее. То есть, как мы сформируем молодое поколение, таким будет наше завтра. Между лекциями практикариума для участников прошла часовая экскурсия по зданию Заксобрания, а в конце дня всех их наградили сертификатами о прохождении обучения. Өлкә башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары сәй табыны артында милли үҙаңды үҫтереү һәм һаҡлау тураһында кәңәш тотто. Сарала беҙҙең ижади төркөмдә ҡатнашты. Был изге башланғыстың авторы Башҡортостан ҡыҙы Разанна Ҡәйепова. Милләттәшебеҙ Силәбегә күсеп килгәс, балаларына тыуған телен, мәҙәниәтен нисек итеп ҡалдырыу тураһында уйлана башлай. Тиҙҙән был һорау менән баш ватыусы тик үҙе генә түгеллеген аңлай һәм башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары тип аталған ойошма төҙөргә ҡарар итә. Бергә ваҡыт үткәрергә, бергә мастер-класстар, концертларға йөрөргә, балаларҙы үҫтерергә, башҡорт телен, культураһын бер-беребеҙгә бирергә. Узнала, значит, про тоже традиции, то, что девочки чем занимаются, какие у них хобби. Мне интересно, и я хочу общаться. Силәбе башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының беренсе осрашыуы сәй табыны артында үтә. Әйтеп үтергә кәрәк, Разанна ғаиләһе менән үлән сәйҙәр әҙерләү менән мауыға һәм уларҙы һатыуға сығара. Сарала ҡатнашыусы гүзәл заттар араһында үҙ эштәре менән шөғөлләнеүселәр байтаҡ. Улар артабан был юҫыҡта бер-береһенә ярҙам итергә әҙерлеген белдерҙе. В Челябинской области проживает более 160 тысяч башкир. Коренной народ Урала активно участвует в жизни региона. Одной из компактных территорий, где проживают башкиры, является Снежинск. По последним данным всероссийской переписи в самом городском округе только проживает более 1600 башкир. На днях представители Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибулин встретился с местными жителями, бизнес-сообществом и руководством администрации города. Очень хорошо встреча прошла на Снежинской территории, то есть она уже не первый раз. Во-первых, мы с учетом наших взаимоотношений очень хороших именно с региональным духовным управлением мусульман посетили деревню Ключи, где будет строительство мечети, и будет решен ряд определенных социальных вопросов. Визит представителя Башкортостана начался с общения с духовенством. На встрече присутствовали и главный муфти Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, руководитель администрации регионального духовного управления мусульман Марат Сабиров. При оформлении земли под строительство мечети местные мусульмане столкнулись с рядом бюрократических проволочек, а со стройматериалами
материалами, финансами и рабочими руками проблем нет, отмечают жители. Деньги на строительство собирали всем селом. Сплоченностью жители Ключей отличались во все времена. Они верно хранят свои традиции и придерживаются религиозных обрядов. Город Снежинск достаточно закрытый, и сюда трудно как-то попасть, но тем не менее у нас есть и сетевые магазины, есть частные бизнесмены, которые, мне кажется, с удовольствием будут сотрудничать. Жители Снежинска также подняли вопрос о необходимости строительства дома Аллаха в городе. Сейчас у них имеется молельная комната. Здесь верующие проводят религиозные праздники, собираются на пятничную проповедь. Местные власти объясняют, что строительство и содержание мечети будет слишком дорогим. Целесообразнее будет построить одну мечеть в Ключах, а горожане смогут добраться туда на маршрутках. Однако это неудобно пожилым и прихожанам с ограниченными возможностями здоровья. Полностью мусульман тормыши бара. Представитель Башкортостана рассказал о положительном опыте религиозных деятелей республики при решении данных вопросов и посоветовал обратиться к местным депутатам, подготовить ряд официальных обращений в адрес администрации города, выразил готовность подключиться лично. Тема о сотрудничестве с Башкортостаном в сфере предпринимательства также была вынесена отдельным пунктом. Мы очень заинтересованы сейчас, чтобы поставки шли сюда. Республика Башкортостан, она отличается всегда такой добросовестностью. После общения с Амуром Хабибулиным представители бизнес-сообщества заявили, что готовы реализовать башкирские продукты в своих сетях и рассматривают открытие специальных стеллажей с товарами башкирских производителей в магазинах. В Челябинске появится награда за хранение традиций своего народа. Это предложение было озвучено на 7-м съезде народов Южного Урала руководством региона. Среди участников и активных граждан немало представителей башкирского народа. Поздравить соседей с Днем народного единства выехали и гости из Башкортостана. В многонациональной России, не только в Республике Башкортостан, писатели обязаны меру своих сил переводить товарищей по перу, а не на те или иные языки. Ведь всем известно, что перевод обогащает не только литературу, но и в первую очередь духовный мир самого переводчика. Спикеры из Башкортостана рассказали о положительном опыте республики в сфере национальной политики. Они привели в качестве примера проекты, направленные на формирование толерантного отношения между жителями региона, такие как введение в школах предмета регионоведения, изучение истории и культуры народов Башкортостана, дни национальной одежды, дни культуры представителей многонационального народа Башкортостана и многие другие. Последняя перепись населения 2010 года показала, и сегодня уже было озвучено, что на Южном Урале проживают представители более 150 национальностей и народностей. Тюркоязычные народы, башкиры, татары, казахи, чуваши, составляют на Южном Урале почти 30%. На форуме был выставлен стенд, отражающий историю башкирского старшины Таймаса Шаимова. Представитель этого славного рода Тимур Шаимов рассказал о заслугах своего предка, который является примером дипломатии. Именно на его землях была построена крепость Челяби, которая впоследствии превратилась в один из крупных промышленных центров России. Работу творческой группы «Уралым» оценили на высоком уровне. Поддержка коллектива редакции южноуральскими башкирами является основным критерием для оценки органами власти. Редактор телепрограммы Нурия Иксанова получила благодарственное письмо от Законодательного собрания Челябинской области за активное участие в сохранении национальной культуры и традиций народов Южного Урала. Приятно, что такое мероприятие проводится на таком высоком уровне, и очень приятно, что нашу деятельность признают, нашу работу любят, ценят не только народ наш, башкиры, который проживает на территории Челябинской области, но и в Республике Башкортостан, в самой Челябинской области. Нам это очень приятно. Режиссер телепередачи Ильфат Гиматов занял первое место в фотоконкурсе «Челябинск многонациональный». Работа режиссера «Уралым» была посвящена дружбе народов. Он отправил на конкурс фотографию 3 девушек в своих национальных костюмах – башкирском, татарском и русском. Работая фотокорреспондентом в газете «Башкир Уралым», мне посчастливилось побывать на параде, посвященной Дню России, и сфотографировать 3 девушек в разных национальных костюмах. И эта фотография символизирует дружбу народов. Одним из громких успехов «Уралым» можно назвать получение эксклюзивного права на изготовление и показ клипа на композицию «Варган Дэнс» известного мультиинструменталиста Зейнетдина.
Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошуның менән тапшыруыбыз тамам. Безне ОТВ каналында көтеп калыгыз.